Добрый день. Даже не знаю, как начинать. Просто с результатов вчерашней поездки в село Чельмен, пригородного района Осетии, по поводу школ с раздельным обучением по национальному признаку. Или вообще сначала маленькое вступление сделать о сути. А суть в том заключается, что сегодня в России, многонациональной, многоконфессиональной стране, в которой на каждом углу кричат о дружбе народов, в котором ежедневно проводятся форумы «Единой России», слеты молодежи, целые министерства работают межнациональных отношений другого порядка, трубят о воспитании детей, подрастающего поколения в духе единства. Сегодня в селах пригородного района Северной Осетии существует факт, что школы работают по национальному принципу подбора учеников. То есть есть села, в которых школы только с учащимися детьми остинской национальности, и есть школы с учащимися только ингушской национальности. Я об этом узнал, будем так говорить, откровенно, не знаю, недавно. И возмутился по этому поводу. А вчера уже побывал там, потому что позавчера выставил ролик, как в Грузии, в армянском селе, как вместе учатся в одной школе азербайджанские и армянские дети, и как это все красиво. Мне возмутились мои остинские друзья, что это неправда, что это ложь, что это клевета. Я вчера поехал туда. Побывал в селе Чельмен. В селе Чельмен есть 3 школы, 3 средние школы. 2 из них остинские, 1 ингушская. Но они не потому, что там какая-то гимназия с каком-то на родном языке. Нет, это обычные школы, в которые не принимают, в которые не отдают детей другой национальности. В центре села стоит 2 школы, большие старые школы, в которых могут обучаться и 1000 детей. Но в одной школе полупустая 93 ребенка, вот. В другой школе 200 детей. Это осетинские школы. И одна школа ингушская, так называемая, стоит на окраине села Чельмен со стороны Чельменского круга. И в ней обучаются 1000 с лишним детей. 1000 с лишним. Эти дети не хватает помещений, естественно, и они учатся в 2 смены. В 2 смены. Я понимаю, что конфликт 92 года, те тяжелые события наложили свой отпечаток. И 2 народа перешли ту грань добрососедских отношений со смертями, убийствами, мародерствами, издевательствами, выселениями, насилием, грабежами. И эта рана будет долго еще сказываться. Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Люди со стороны этого не могут понять, как это в современной России такое возможно. Что за сегрегация? Где закон, который должен быть для всех един, о котором, опять же, начиная от президента, говорится на каждом углу. Почему сегодня жители села или власти местные решают, как они хотят, чтобы их дети учились, что по национальному признаку? Это абсолютнейшее, на мой взгляд, преступление. Оно преступление еще с огромным смыслом в будущее. На наших глазах сегодня, с позволения власти, сегодня воспитывается новое поколение ненавидящих друг друга людей. Как может быть, откуда может быть уважение, добрососедство, если
дети вообще даже не имеют представления о представителях другой национальности, не контачат, не учатся вместе, сидят за одной партой, не играются на одной перемене, не общаются. Естественно, все растут в злобе и в ненависти, продолжается. Я считаю, это огромнейшей ошибкой. Если даже взрослые перешли грань, если власть спровоцировала и побудила и разрешила этот конфликт, то категорически нельзя передавать эту ненависть детям. Дайте им шанс жить вместе, дайте им шанс построить взаимоотношения, дайте им найти ответы на вопросы, все ли такие негодяи и звери эти остины, или все ли такие мрази, как ингуши, и чтобы с этим образом люди, которые живущие в одном даже селе, в одном районе, в одной республике, в этой стране, не росли с твердым убеждением, что это именно так. Дайте им эту возможность. Я, естественно, говорю, что нельзя рассуждать здесь эмоциями. Здесь надо говорить языком закона. Я не знаю, в России, я считаю, что в России самые лучшие законы в мире, если бы они работали. Они составлены идеально, они слушаются сказочно. И вот эта ситуация с раздельными школами по национальному признаку, это есть ужасное преступление, с которым надо что-то делать. Я понимаю, что сегодня у глав региона Северной Осетии, моего родного Моздока, в котором я родился, вырос, живу, что это ему осталось наследство. Но надо делать что-то. 25 лет ситуация была таковой. И она не сдвигается с точки вообще на месте стоит. Надо что-то менять. Я вчера побывал в школе, в ингушской школе, побывал в первой школе Остинской. Очень тепло пообщался, долго сидели, разговаривали с директором школы, Остинской школы, Зарой Елоевой. Удивительнейший, настоящий педагог, женщина, которая запросто со мной разговаривала на моем родном языке, понятном мне языке, что говорит о том, что она была замечательной соседкой, что рядом с ней жили хорошие, добрые люди, которых она уважала, которые уважали ее прежде всего. Эта женщина настоящий педагог, и она говорит: Юнь, ну, мы учителя, мы не лезем в политику, мы не можем лезть в политику. Они занимаются образованием. Это правильно, это логично. Это не их вопрос, который они решают, не от них зависит. Это педагоги, которым дадут детей, и неважно какой национальности, они будут говорить такие же слова, как своим внукам, как своим детям. Воспитывать их будут на добре, порядочности, обучать их знаниям. Просто тронут был с ней беседой, с Зарой. Для меня это как старшая сестра, мудрая, умная. И даже это меня просто вот жалко, что при наличии даже таких людей доброй воли ситуация почему-то не меняется. Я не могу понять, о чем можно говорить на слетах молодежи, региональных, тех же североостинских или северокавказских форумах. Как можно говорить о каком-то другом объединении, о чем-то еще, добрососедстве, если на наших глазах такая картина? Я не понимаю, о чем может говорить президент Северной Осетии и президент Ингушетии при встречах, дружеских рукопожатиях, при наличии такой ситуации с детьми.